Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Погода сегодня у нас прекрасная, плюс 18 градусов тепла. Но, конечно, есть ветер сильный, но ветер теплый. Вчера я выпустила комментарии и прочитала, что я внуков своих давно не показываю. С тех пор, когда еще вернулась из санатория, ни разу не показала. Мои подписчики начали скучать по моим мальчикам. Ну, конечно, извините, я виновата, я исправлюсь. Мои внуки живы, здоровы, бегают, прыгают, в школу ходят, мне помогают, снег кидали. Снег, конечно, у нас уже растаял. Осталось нам во дворе убираться, как только подсохнет. Вот мои хорошие, вот мои любимые мальчики. Всем привет! Всем привет! Как дела у вас? Хорошо. Как успехи в школе? Отлично. Отлично. А Владислав почему молчит? Он у нас скромничает. Решили мы пить чай. Сделали они уроки. Проверим уроки, как только чай попьем. И пойдем на улицу. Ухаживать за козочками, за курами. Мусор вынесут они у меня. Ну, что-нибудь да еще поделают. Пекла я пирог и пекла булочек вкусных. Каких они всегда кушают на ура. Булочки какие получились мягкие, воздушные. Конечно, давно выпечки не делала. Делаю редко, пару раз в неделю. Мальчики мои недовольны, что я редко пеку что-то мучное. Вот попробуйте, отведайте. Приятного аппетита. Айдайте с нами, наши дорогие. Попробуйте наших булочек. Булочки вкусные, мягкие. Вот они какие. Этот раз я сделала косички. Но они у меня получились очень нежные. Чай тебе налить еще? Ну как, булочки? Ты попробовал? Расскажи. Очень вкусно, наелся. Наелся? Угу. Они, конечно, И пирог очень вкусный. пирог вкусный. Они сначала пирог кушали, а теперь булочек. Булочки мягкие. Мягкие, да? Угу. А я думала, они жесткие. Очень любят мои дети мучное. Кирилл у нас в этом году стал как булочка. Поправился. Спасибо, очень вкусно. Пожалуйста, Оля. На здоровье.
Ой, какие вкусные. Последние месяца я очень поправилась. Конечно, я много не ем, но все равно зор исулам. Тауфиклова. Ну, конечно, наверное, помог ковид мне. Что, Арчи хочешь показать? Да. Ну, покажи. Показала уже. Ну, ты мало показал. Покажи. Ладно. Он вырос. Покажи, расскажи. Вот. Дрыхнет теперь ленивый. Ленивый, да? Да. Всю ночь гуляет он и целый день спит. Когда я показала распаковку посылки от любимого Василька, я себя увидела, когда монтировала, и удивилась. Действительно, я сильно поправилась. В следующий же день я исключила мучное из рациона и сладкое, картошку и рис. А остальное я все ем. Вместо хлеба я ем хлебцы. Конечно, сначала было мне тяжело. Постоянно хотелось кушать, не наедалась. Стараюсь готовить в основном на пару. А сейчас я привыкла, сладкого мне вообще не хочется. Чай, конечно, я пью всю жизнь без сахара. Когда я Юлю родила, у ребенка появился диатез. И педиатр мне строго-настрого наказал, чтобы я чай пила без сахара. Наверное, говорит, от сладкого. И с тех пор я пью чай без сахара. Но могу пить с конфеткой, с вареньем или еще с чем-нибудь. Но у меня всегда на столе финики. Пару фиников я могу съесть. Но, конечно, там сахар, глюкоза. Вообще диабетикам нельзя. Ни изюма, ни финик кушать нельзя. Потому что очень сладко. Сахар может подниматься. Но я за целый день пару штук все равно съедаю. Но сахар у меня нормальный. У меня сахар 6,5. Я даже очень рада. Я ем обезжиренный творог, гречку, каши, супы, бульоны, мясо, куриное. Делаем тефтили, супчик делаем, готовим. Ну, а детишкам я готовлю отдельно. Я, конечно, поправилась сильно. Набрала я 8 килограмм после болезней. Наверное, помогли вес набирать гормоны. Очень много получала лечения, лекарства. Поэтому я очень поправилась. Но я исключила из своего рациона теперь хлебобулочные, мучное вообще. Ем без хлеба и сладкое. За 3 недели я сбросила около 4 килограмм. Но, конечно, по мне пока ничего не видать. Но у меня ушел отек лица. Сами, наверное, видите. Но мне уже стало легче ходить, обуваться. Роза меня, конечно, отругала, что я позволила себе так сильно поправиться. Мама говорит, береги, говорит, себя, подумай о здоровье, о печени. Не жрать, сказала она мне, строго-настрого. Потом успокоила, сказала мне, как дальше питаться. Конечно, мне стало уже легче. Одышки все равно не кончаются. Они так и будут. Когда я хожу, быстро у меня одышки. Врач сказал, что они у меня будут. Они потому, что у меня одышки сердечные. Они никогда не закончатся. Лечение, конечно, сердечные я получаю. Тоже стараюсь побольше ходить, побольше двигаться. Скоро начнется огород. Будем двигаться.
будем бегать. Ну, конечно, это все приятные хлопоты, я думаю, огород. Потому что сажаешь, выращиваешь, собираешь урожай для себя. Ну вот, я показала вам своих мальчишек. Они довольны, рады, ждут, когда начнутся каникулы. Но мы, когда маленькими были, тоже так радовались, когда же у нас начнутся каникулы. Подольше спали, куда-то ездили. Мы в этом году не знаем. Конечно, в планах поехать к Розе с мальчиками. Как получится, не знаю. Что будет, то будет. В стране неспокойно. Почему-то куда-то выехать боязно. Ну, когда каникулы начнутся, конечно, видно будет. Самое главное — здоровье. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, семейного благополучия. Всем пока-пока. До следующих встреч.